дополнительная защита. Единственный способ, где его могли взять, это вот по этой стороне. Все. Больше, собственно говоря, его штурмовать негде было. Река Чепца была в несколько раз шире, чем сейчас. На Виднокаре он считался очень богатым городищем, да, но не было ни грамма золота. Виднокар очень странно был оставлен, то есть непонятно, как он исчез, да. Одна из версий, это, скорее всего, болезнь какая-то, эпидемия, люди остались, вместе ушли. Перед тем, как они уйти, они сделали огромный клад золота. То есть они все это зарыли и оставили одного человека, то есть человека принесли в жертву на белой лошади, чтобы он этот клад охранял. Нужно сделать генетику. Можем Можем крутиться здесь, налево, направо, туда-сюда, но генетика надо сказать точка, бац, все. Удмуртия, она вообще образована на основе двух уездов Вятской губернии. Это Глазовский уезд, Сарапульский уезд. Как вы знаете, до революции в Российской империи не было у нас. В Удмуртии, Мордовии, Башкирии были губернии. Они увидели вот такую картину, но пока еще без морды, морда уже искусственная, хотя может могли с собой принести. Они вот такую картину увидели. Мыс большой, на берегу реки. Чепца в то время протекала этого Виднокара, и сейчас там остались столицы. Когда через нашу территорию проходила экспедиция Академии наук, оставил запись о том, что местные водские люди сказали ему, что в 4 верстах от села Глазово находится городище Ил-Котлар. Он так написал. Ну, как услышал, так написал. На высокой горе, которая обтекается рекой Чепцой, а с другой стороны рекой Пиза, он написал. Это Пизе. Пристав Какар — это значит какое-то крупное, устойчивое поселение, не деревня, не село, а очень большое поселение, где возможно наличие какого-то культового сооружения, большой хвалы, например, да? Или наличие каких-то очень знатных каких-то родов. Только удмурты рассказали о том, что когда-то сюда пришел откуда-то батыр, тюркский вариант слова богатырь, Данды, основал вот тут деревню Кар, городище. Потом у него выросли 4 сына, это Весья, Зуй, Дна, Чебинь, самый маленький, Камар. И дальше он ушел Данды, там, где сейчас деревня Дандыкар. Холм видите, да? Этот холм виден с площади Свободы. Это знаменитый богатырский холм, где втихаря еще моления проводили тайне еще 50-е годы прошлого столетия при советской власти. Абсолютно тайно, абсолютно секретно, всего несколько человек, потому что была засуха. После войны жрать хотелось всем, и уже дошло до того, что они стали проводить снова моления, вспомнили. Но это было в тайне, абсолютно тайно. Но это были последние, вот мной зафиксированные воспоминания людей, последнее моление удмуртов при советской власти. После этого тут моления вообще никаких разговоров не было. Комплексные раскопки только к концу 20 века показали, что городища выглядели как типичные средневековые укрепления, которые идут по Каме и по всему Поволжью, вплоть до Оки, Владимирской области, там, где вот возникли древнерусские городища. Так? Вот когда-то Москва выглядела так же. У нас вот он строительный материал в готовом виде. Значит, избы, технология строительства изб, считается, она уходит корнями в скифо-сарматский период, то есть еще до нашей эры. Полуземлянки и избы научились строить в лесной полосе еще в период скифов. Жернова настоящие. Вот такие жернова можно обнаружить в лесах. Это первая подсказка, что в этом месте надо копать. Ну, жернова — это приспособления, с помощью которых растирали зерно. Получалось? Нижний жернов, Друг на друга. верхний жернов. Туда В засыпали. эту дырочку сыпается зерно, верхним жерновом вот так крутится и растирается в грубую муку грубого помола. Таким образом. Охота. Охота и рыболовство — важнейшая часть местной культуры. Она так и оставалась до 19 столетия в удмуртской деревнях и в деревнях Коми, потому что лес, он рядом с нами. Лес, он никуда не денется, понимаете. Кости диких животных, кости домашних животных, и начинается процесс изготовления стрел, затем кочедыков. Это плести из, скажем, бересты или лыка какие-то вещи.
Потом на рисунки посмотрите внимательно. На каждой гребешке какой-то рисунок, даже очень интересный, фигурный. Вон, видите, элемент свастики вот тут есть. Человечек, тут какой-то личный символ. Тут просто узор, который сделан вот именно специально таким вот образом. Потом что-то подобное есть. Недавно я смотрел костюмы шаманов народов Севера, коллекция в Петербурге. Есть предположение, что эта вещь вообще-то придумана для инициации человека. Удмуртский тип жилья – это летние кеносы. Да. Вот эти пристройки. И в летний период, когда действительно крестьянин домой-то не заходил. Это не наши крестьяне сейчас, телек включил и сиди переключай. Это распашка земли. Это предполагаемая одежда мужчины-ремесленника, вот с этим кожаным фартуком. Вообще, в средневековье от нас до Скандинавии это кожа, лен, шерсть, все. Ну и, конечно, шкуры покрытые. Никаких излишеств. Значит, предметы личного характера. Вот это какие-то амулеты звериные. Женщина, причем сидящая на коне, который топчет какого-то змея. Так как коней мало, женщина, сидящая на коне, вообще это такой персонаж интересный. Это какая-то статусная вещь, это воспоминание о каком-то женском божестве, возможно, вот о той самой золотой старухе, о которой... Слышали эту легенду, знаете, наверное? Значит, это у нас то, что делали, то, что приходило с Урала. Это чисто уральский стиль, вот эти вот. Ну вот эти лапки тоже, гусиные лапки. Это чисто коми, уральский стиль, местный стиль. Вот эти подвесочки, камни, бусы уникальные. А вот такие гребешки находят в Новгороде, в Старой Ладоге, в Пскове. Бусы это керамика, стекло и очень дорогой янтарь. Янтарь это с Новгорода идет. А вот эти вот бусы, это у нас уже с востока.